Здесь типичная стоянка быдложителя. Вот если есть стоянки древнего человека, то у нас есть стоянка быдложителя. Пиво клинское, упаковка от чипсов, скорее всего, или каких-нибудь сухариков. 3 корочки, жигулевские стаканчики. Если мы заглянем вот в эту вот емкость, то мы увидим еще очень интересный момент быдложителя. Вот что и требовалось доказать. И когда мы начинаем проводить или принимать участие в таких массовых акциях, как, предположим, маевка, или вот 21 июня состоится речная лента, я предполагаю, что весь этот ассортимент мы в полной мере найдем на берегу нашей Сысолы, и нам придется его вывозить. Это место чуть-чуть ниже Югора, берег реки Сысола, одно из самых излюбленных мест отдыха жителей нижней части города. Каждую весну на поверхность выходят следы человеческой жизнедеятельности, так сказать. То есть это то, что наш город накопил за долгую снежную зиму. Это, естественно, бытовой мусор, который раскидан у нас. Естественно, самым большим количеством мест мусора, скопления, это возле жилых домов. Основной мусор – это бутылки и окурки. Конечно же, сейчас возле города огромное скопление мусора строительного. То есть кто-то делает ремонт в своей квартире. Вывести мусор дорого. 700 рублей как минимум с машины. Человек, который делает ремонт, ему очень тяжело потратить свои деньги. И вот этот мусор кучками прям сложен вокруг по дорогам. Огромное количество шин. Это вообще нереально. Если у нас кто-то просто вот возьмет на себя такую миссию и очистит наш город от шин, мне кажется, он озолотится просто на изготовление резиновой крошки, из которой делают из шин. Быдложитель – это человек вообще с полным отсутствием экологической культуры, ну и культуры вообще, потому что ни один цивилизованный человек, придя на место, не оставит после себя гору мусора. Быдложитель, в нашем понимании, обязательно ест чипсы Лейс. Это просто стабильно. Это то, что мы находим на местах всех просто городских гулянок, на берегах рек, в лесах. Естественно, быдложитель пьет алкогольные напитки, в основном это пиво, причем в большинстве своем пластиковая упаковка, то есть тара где-то от 1,5 до 2,5 литров. Часто встречается пиво клинское, часто встречается жигулевское, потому что они самых больших объемов. Есть у нас еще быдло-мамы, которые торжественно привели своих детишек погулять и подышать свежим воздухом, но совершенно забыли, что памперс использованный разлагается еще столько, что их ребенок успеет вырасти и родить им внуков. И оставляют эти памперсы у нас под кустиками. У нас есть еще быдло-дачники, которые в какой-то момент времени понимают, что у них огромное количество ненужной мебели скопилось, матрасик прохудился, его необходимо срочно выкинуть в ближайший лесок. То есть быдложитель – это такой очень собирательный образ. И если не применить должных усилий над своим собственным воспитанием, то быдложителем может даже стать каждый. Просто вот так вот, забывшись, выкинув какую-нибудь бумажку. Моя просто просьба человеческая, потому что многие приезжают на отдых со своими машинами. Я просто идейно не понимаю, почему трудно вывести то, что ты с собой привез обратно. Ты же это уже привез, можно же и домой увезти обратно. И у тебя есть мусорка, за вывоз которую ты платишь. Почему бы не делать так? Пришел, убери за собой. Просто за собой убери.